Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, білім алушылар, қазақ тілін өз бетімен меңгерем деушілер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өте маңызды тақырыптардың бірі бұйрық рай. Сегодня мы будем с вами говорить о повелительном наклонении в казахском языке, который дает значение не только повелевания или приказа, а также предложения и просьбы. В казахском языке повелительное наклонение может быть не только во втором лице или в третьем. Сделай ты, пусть он сделает. Но также и в первом лице есть такая особенность. Но в первом лице мы сами себе повелевать не можем, поэтому в первом лице оно дает исключительно значение предложения. Давай-ка, let's go, что-то сделаем. В первом лице данные варианты айын, еин. И специально здесь взяла в скобочках, чтобы вы знали, что если слово заканчивается на гласный звук, то будет вариант только ин или ин. Я надеюсь на вашу фонетическую интуицию в казахском языке, насколько вы его знаете. Так, например, возьмем глаголы. И для того, чтобы к чему мы добавим, собственно, этот аффикс, это не окончание, этот аффикс мы добавим его к основе глагола. Основа глагола – это та часть глагола, где мы просто убираем «у». То есть нулевая форма – это вместе с «у», инфинитивная, «у» убираем, получается основа глагола. Например, бару – бар. Мен барайын. Значение дай-ка я схожу. Давай я схожу. Мен барайын. Ну хорошо, давай я схожу. Мен көр. Мен қала. Это слово амоним, это не только город, а также қалау, это строить что-то. Мен қалайын. Специально выбрала глагол, который заканчивается на согласный, чтобы вы поняли, в каком случае ин, в каком случае айын. Например, бар, слово на согласный заканчивается, у нас аффикс айын. Если қала, то у нас аффикс ин, қалайын. Во втором лице все намного проще, и как раз здесь во втором лице больше будет значение именно приказа повелевания. Сен. Возьмем везде те же глаголы, чтобы не тратить на это время. Сен бар, сен қала. Но смотрите, если мы возьмем только вот в этой форме сен бар, сен қала, это будет исключительно такое, скажем, твердый приказ повелевания. Но если мы добавим ш, если твердое слово и, соответственно, мягкое слово ш, то у нас больше будет это просьба, мягкое значение. Сен баршы, сен қалашы. Сыпайы түрі, екінші жақтың сыпайы түрі. Сіз барыңыз, сіз қалаңыз. Так, выделим все наши примеры. Сіз барыңыз, сіз қалаңыз. Мы во втором лице это уважительная форма, соответственно, и хоть это и приказ, мы все равно уважительную форму должны употреблять. Также, если мы здесь добавим ш, у нас будет уже не приказ, не повелевание, а еще раз просьба, мягкая просьба. Сіз барыңызшы, сіз қалаңызшы, сіз қараңызшы. Және үшінші жақта ол, здесь окончание сын, сын, ол барсын, и какое-то мягкое слово возьмем, ол көрсін. Ол барсын, ол көрсін.
Ол қалаңыз, сіз барыңыз. Қала бар және қалай барайын. Міне осылай. Және көпше түрде, во множественной форме, ничего особенного здесь нету. Вы уже, наверное, освоили и поняли то, что между единственной и множественной формой их различают, окончания и аффиксы различают всего несколько звуков. Например, если здесь айн, еин, в множественном числе это будет аек, еик. То есть здесь у меня нету места написать вам пример. Давайте устно проспрягаем. Біз барайық, біз қалайық. Сендер. Здесь уже, в отличие от единственного лица, здесь есть окончание. Сендер барыңдар, сендер қалаңдар. Забыла здесь вам написать еще уважительную форму. Сіздер. Но смотрите, в уважительной форме будет то же самое, что и здесь, только множественное окончание мы еще добавляем. Сіздер барыңыздар, сіздер қалаңыздар. То же самое, только с множественным окончанием. Және үшінші жақта олар барсын, олар көрсін, олар істесін. Везде мы можем добавить, давайте прям вот здесь добавим ш, ш. Если мы этот аффикс добавим, получится пожалуйста. Вообще в казахском языке нету слова пожалуйста. Если в русском языке мы говорим пожалуйста, посмотри, пожалуйста, проверь, пожалуйста, помоги мне, то в казахском языке это слово отсутствует. Это слово дает значение, этого слова дает вот этот аффикс ш, ш. Қарашы, көмектесші, жүрші. Если прозвучало что-то, что вы не поняли, но в конце было ш, значит, вас вежливо о чем-то попросили. Можете переспросить, можете попросить выговорить медленнее или перевести на русский язык, потому что отказаться будет немножко, или не понять не будет немножко неправильно в данном случае, потому что вас вежливо о чем-то просят. Назарларыңызға көп рахмет. Барлық грамматиканы осы сабақтың астында орындаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін.